Камчы, подай в отставку за смерть Казакпаева в стенах ККНБ. С таким громким заявлением обратился Равшан Джейнбеков к Камчыбеку Ташиеву. Обращение было сделано после интервью главы Госкомитета национальной безопасности газете «Новые лица». В своем выступлении Равшан Джейнбеков озвучил недостоверную информацию, касающуюся умышленного отказа со стороны ГКНБ от предоставления Казакпаеву доступа к медицинской помощи, что абсолютно не соответствует действительности. В подобных, ничем не подкрепленных заявлениях, озвученных Равшаном Джейнбековым, усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 363 Уголовного кодекса страны, заведомо ложные сообщения о совершении преступлений. Одновременно с этим анализ вышеозвученного заявления дает основания полагать о явных намерениях последнего использовать скоропостижную кончину Казакпаева в своих политических целях. Данные обстоятельства характеризуют о низких моральных ориентирах Равшана Джейнбекова, который ради своих политических амбиций готов использовать панихиду по умершему для самопиара. Равшан Джейнбеков заявил, что Ташиев должен сдать свою должность, а потом конкурировать с ним, так как сейчас он не может быть наравне с главой специальной службы. А в застенках ГКНБ умирает человек, гражданин Кыргызстана. И мы, как оппозиция, потребовали, чтобы глава ГКНБ хотя бы на время следствия, на время расследования ушел в отставку. Наверное, Камчы не может принимать, не может терпеть критики. И сразу после вчерашних наших заявлений оппозиции, моих выступлений, сегодня решил возбудить уголовное дело и начать допросы. Эксперты считают высказывание Равшана Джейнбекова голым популизмом, так как он при жизни Марата Казакпаева никогда не оказывал никакую поддержку и не выступал в судебных заседаниях за него, рассказывает общественный деятель Мурат Иманкулов, который достаточно хорошо знал Казакпаева. Сейчас Джейнбекова интересует не причина смерти политолога, а отставка Ташиева, а инцидент использует он лишь для своих политических целей, уверяют эксперты. Марат Казакпаев, Равшан Джейнбеков не было никакого отношения, никаких связей. Поэтому то, что сегодня он борется за него после его смерти, это считаю неправильным. Когда неясно по какой причине умер Казакпаев, распространять какие-то ложные сведения, это тоже вот именно является действием преступным. Необходимо ждать именно объективного заключения. Их не интересует причина смерти Марата Казакпаева. Их интересует как бы повод, чтобы служили поводом и обвинять власти. Так тоже несправедливо, честно сказать. Вот надо было во время, когда он находился в СИЗО ГКНБ, надо было навестить его, узнать о состоянии здоровья и бить колокола, что он нуждается в помощи. Если с первых дней они бы следили бы, заботились бы. Эксперты рассказывают, такое громкое заявление стало классической реакцией оппозиционных сил. Нужно дождаться итогов расследования причины гибели политолога. И никоим образом нельзя политизировать ситуацию, подчеркивают эксперты. Более того, они задаются вопросом, насколько справедливым был сам Джейнбеков. Если Равшан Иним любит справедливости, тогда я скажу, в свое время, когда происходило сотни объектов прихватизированы чиновниками, он допустил грубейшую ошибку. Халатно отнесся или специально сам участвовал. И подписывал которые документы. Макаров был замом фонда имущества. Он тоже умер от допроса, от тяжелых, невыносимых продолжений расследований. Тогда что, стоит за смерть Макарова надо обвинять Равшана Джейнбекова? Общественные деятели уверены в том, что политик пытается показать народу себя как справедливого, ищущего причину и основания трагической ситуации путем самопиара. Поэтому себе хочет показать, как борца за интересы народа, в то же время показать представителей сегодняшней власти, в том числе Камчыбека Ташиева, именно противником, именно который работает или делает все
против собственного народа. И таким образом показать себя как борца народа. И это вот не украшает, даже это именно использовать трагедию одного человека в своих интересах, это аморально. Здесь, видите, они акцент хотят поставить на том, что провести параллель, что генеральный прокурор, будучи как бы свои такие или какие-то непонятные, по непонятным причинам министра здравоохранения как бы убрал с работы, и его тоже сняли до выяснения обстоятельств. Они хотят эту параллель такую же провести и здесь, только спекулируя смертью политолога, провести параллель. Но я не думаю, что это равнозначные такие составляющие. И потом, действительно, уголовное дело было начато в 2019 году. Напомним, что в отношении Марата Казакпаева было начато уголовное дело еще в 2019 году, до прихода нынешнего руководства к власти. Он обвинялся в государственной измене. Далее, вплоть до апреля прошлого года, в рамках уголовного дела производился весь спектр оперативно-розыскных технических мероприятий, а также следственных действий, направленных на кропотливое получение данных, подтверждающих причастность Казакпаева к совершению данного преступления. И после получения неопровержимых доказательств 13 апреля прошлого года Казакпаев был вызван в органы ГКНБ. Следует отметить, что с 1 марта этого года по заявлению самого Казакпаева и его адвоката с ним было заключено соглашение о признании им вины, которое было утверждено Первомайским судом города Бишкек. Ахмир Нурдинова, Бакыт Хиязов, ЛТР Бишкек.